Автопарк скорой медицинской помощи Сосногорской районной больницы пополнился новым автомобилем. Ключи от специализированной машины в руки водителя скорой помощи Вайвожской районной больницы передала главный врач ЦРБ Алла Федосенко. Вот сегодня мы передаем ключи старшему водителю Фрезе для того, чтобы они вот этой машиной начали уже пользоваться с завтрашнего дня. Для нас это очень важно, потому что это один из дальних поселков, где очень часто требуется транспортировка больных и в Сангородок, и даже иногда в Сыктывкар. И сейчас вот у них появилась такая оборудованная машина. Фельдшера для работы на ней подготовленные есть, так что мы очень рады. Новую карету скорой помощи ЦРБ приобрела благодаря федеральной программе улучшения транспортных средств для скорой помощи по здравоохранению. Машина оборудована по последнему слову техники и отвечает всем стандартам по предоставлению скорой медицинской помощи населению. Вот это новая машина класса «Б», которая оснащена практически почти всей аппаратурой для оказания экстренной медицинской помощи. Там есть и дыхательная аппаратура, там есть дефибрилляторы, там есть электрокардиограф и оборудование для того, чтобы знать глюкозу, давление и так далее. То есть это будет самая современная машина на поселке Вайвож. Кроме того, машина оборудована средствами связи ГЛОНАСС. В автомобиле имеется современное предпусковое обогревающее устройство салона, двигателя и кузова машины. Также на кузове скорой помощи размещен специальный QR-код. Он обозначает, если навести телефон, сейчас у всех функций это есть, обозначает, что эта машина выдаст Минздрава Республики Коми. Это для облегчения доступности, то есть там номер телефона, выдаст горячей линии, все подобное. Новая скорая отечественного производства полноприводная, то есть соответствует реальным условиям и потребностям территории и современным требованиям безопасности. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске состоялся традиционный, уже третий по счету, фестиваль искусств, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В этом году на базе детской школы искусств выступили порядка 40 мальчиков и юношей. Из них 33 музыканта и 6 художников. Мальчики боятся часто выступать на сценах. И у нас задача, чтобы каждый мальчик вышел на сцену и показал свое творчество. Как художники, скульпторы, так и музыканты. Музыкантов у нас много. Аккордеон, рояль, скрипка, гитара, вокалистов очень много. Вот сегодня мы решили представить все их творчество. Для воспитанников школы фестиваль уже много лет является своеобразным экзаменом. В течение 2 дней ребята демонстрируют своим педагогам и родителям, чему они сумели научиться за годы обучения. Владислав Потапов учится в 7 классе Сосногорской гимназии. С 1 класса посещает школу искусств. О планах на будущее пока не задумывается, но не упускает возможности, что оно будет связано именно с искусством, так как он уделяет большое внимание плодотворной работе над собой и своими музыкальными способностями. Я хожу на специальность, занимаюсь хором, с музыкальной литературой и сольфеджио. Сколько лет занимаетесь? 7 лет. 7 лет. Почему выбрал именно это? Мне понравилась музыка. Мне захотелось пойти заниматься музыкой. А вот Дмитрий Кильчевский совсем еще юный, но уже подает большие надежды, занимаясь вокалом с преподавателем Ириной Токмаковой. Это первое появление Димы на сцене. По мнению зрителей и преподавателей, дебют артиста прошел успешно. Я грозный боец и очень силен. Я как взрослый борец, боялся. Один за одним мальчики показывали свои способности на сцене. Ярослав Мордвинов исполнил классическую композицию Людвига Бетховена «Сурок». Но помимо занятий вокалом, юноша предпочитает играть на фортепиано. Мне понравилось, когда моя сестра играла. Она играла такие, можно сказать, шикарные произведения.
я также захотел играть. А какие-нибудь кумиры есть, на кого равняешься? На бабушку. Она тут работает и очень хорошо играет. Когда она первый раз посмотрела в ноты, она могла сыграть без одной запинки. На этот раз вокальное и инструментальное мастерство юных исполнителей было наполнено духом искреннего патриотизма, чувством любви и гордости за свою отчизну. А вот участники номинации «Изобразительное искусство и скульптура» представили свои лучшие работы в формате выставки. Несмотря на то, что некоторые воспитанники детской школы искусств впервые участвовали в подобном мероприятии, ребята показали себя на достаточно достойном профессиональном уровне. Художники старались как бы затронуть военную тему, потому что в этом году у нас же юбилей, 75-летие победы советских войск над фашистской Германией. Мы подчеркиваем это, детям говорим, и если вы можете осветить эту выставку, вы увидите, то там скульптурные работы «Выживший», там «Осада», «Защита деревни», «Последний бой» и все такое. Ну, есть, конечно, и свободная тема, потому что часто дети не желают рисовать то, что их заставляют, они желают свое что-то творчество проявить. Мы их не ограничиваем. Здесь победителей не выявляли. Само право выступить на главной фестивальной сцене уже победа, которую все участники предварительно завоевали своим талантом и мастерством. Все участники фестиваля были удостоены памятных дипломов. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В универсальном спортивном комплексе «Метеор» стартовало первенство Республики Коми по мини-футболу среди юношей 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях принимают участие 6 команд из Сосногорска, Сыктывкара, Ухты, Усть-Вымского и Удорского районов. Здесь собираются все самые лучшие. И для нашей команды, естественно, мы будем бороться за первое место, хотя трудно конкурировать, например, со столичными игроками, там у них неплохая команда. Вот. И турнир очень важный. Хорошо, что он проходит в Сосногорске. Первая встреча в рамках турнира состоялась между командами Сосногорска и Ухты. Первый мяч в ворота соперника забили гости из Северной Жемчужины. На это хозяева соревнований ответили серией точных ударов. Итог встречи 5-2 в пользу сосногорцев. Победа далась нелегко. Сначала пропустили, матч был нервный, но потом смогли переломить исход. Начали стараться больше атаковать, больше бить и выиграли 5-2. Республиканское первенство продолжится до 23 февраля. Поддержать своих земляков сосногорцы могут в универсальном спортивном комплексе «Метеор». Стоит отметить, что начало года уже выдалось успешным для сосногорских футболистов. Так, 8 февраля республиканская мини-футбольная команда, в составе которой играли 6 сосногорцев, заняла первое место на всероссийских соревнованиях, проходивших в Санкт-Петербурге. Это этап чемпионата России. И победители этих соревнований, они попадают в финал чемпионата России. Вот, поэтому было волнение от ответственности, которая лежит на выступлении команды. Вот, плюсом команда это была сборная Республики Коми, то есть лучшие игроки со всей республики. Вот. Ну, к счастью, Сосногорска там участвовало 6 человек в этом мероприятии. Ну, соответственно, опыт, конечно, большой, потому что команды со всего федерального округа северо-западного принимали участие. Вот, команды все разные, все играют по-разному, поэтому такая полезная поездка была. Также 15 февраля сосногорские футболисты заняли второе место на третьем турнире по мини-футболу среди юношей 2010-2011 годов рождения на Кубок профсоюзного комитета Сыктывкарского ЛПК. Кроме этого, участник нашей команды Георгий Кудрявцев был отмечен в номинации «Лучший игрок турнира». Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. – 29 февраля сосногорцы отметят проводы зимы народным гулянием. Раздольная масленица пройдет на площади имени Гагарина. В этом году организаторы праздника подготовили специальный сюрприз. В рамках мероприятия состоится конкурс на лучший стилизованный костюм «Сударыня-масленица». Конкурс на лучший
национальный, я бы сказала, костюм сударыня Масленицы. Почему я сказала национальный? Потому что все-таки традиции гулять Масленицу, они идут, так сказать, они старинные, идут издалека, и поэтому Масленица для нас всегда представляется какая-то девушка с элементами народного какого-то костюма. Поэтому, естественно, заявки мы принимаем до 24-го. Почему заранее? Так как мы хотя бы должны иметь какое-то представление, сколько будет участников конкурса для того, чтобы подготовить дипломы и призы. Ну и, естественно, я думаю, что даже если кто-то спонтанно придет на площадь, мы тоже примем их. К участию в конкурсе допускаются все желающие. Все, что необходимо, это придумать свой образ и креативно представить его на сцене во время народного гуляния. Победителя определят с помощью народного голосования. Еще один интересный конкурс, подготовленный специально для мужчин. И удивительно интересный конкурс «Бородач-2020». Поэтому мы ждем всех мужчин города Сосногорска, которые имеют такую прекрасную особенность мужскую. И будут приниматься бороды всех цветов, всех стилей, различных направлений и форм. Поэтому приходите, получайте громкие аплодисменты, получайте восхитительные взгляды женщин, и тоже этот конкурс будет оцениваться путем народного голосования. Напомним, празднование начнется ровно в полдень на площади имени Гагарина. Заявки на участие можно отправлять на электронный адрес, который вы видите на ваших экранах. Влада Гришаева, Вести Тимана, Сосногорск. 22 февраля в Сосногорске пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2020», приуроченная ко Дню олимпийцев Республики Коми. Спортивный праздник состоится на стадионе Черемушки. Откроют мероприятие профессиональные лыжники. Их забег начнется в 9 часов 20 минут. А уже ровно в 10:00 будет дан старт семейному забегу. Награждение победителей состоится в 10:45. Организаторы подготовили подарки для самых маленьких леди и джентльмена на лыжах. Не останутся в стороне и взрослые горожане. В этот день победителями лыжной гонки станут не только самые быстрые спортсмены, но и самые мудрые и креативные. Предусмотрены призы для самой массовой команды и самой спортивной семьи на лыжах. Зимние забавы, аниматоры, ростовые куклы, горячий чай и полевая кухня. Тематическая фотозона. Развлекательная программа мероприятия обещает быть насыщенной. Еще одним приятным бонусом станет выдача каждому зарегистрированному участнику гонки сертификата на скидку для посещения спортивных объектов города. Регистрация участников главного старта пройдет с 9 часов утра. Массовый забег запланирован на 11:00.